Добрый день, друзья! Это подкаст на канале РСК. С вами ведущая Обласын Жуманова. Сегодня мы будем говорить об инвестициях в знания, как развивается система образования в Костанайской области. Сегодня у нас в гостях Анна Анатольевна Лазарева, пресс-секретарь управления образования Акимата Костанайской области. Здравствуйте. Добрый день. Как ваши дела, как настроение? У нас, как обычно, рабочая неделя, поэтому я очень рада вас видеть. Спасибо большое, что в суете такого плотного графика вы нашли время для нас. Скажите, пожалуйста, какие приоритеты в развитии системы образования Костанайской области вы бы обозначили как первостепенными? Начнем сразу. Сразу хотелось бы сказать, что приоритетов, естественно, немало. И у нас сфера образования плотно развивается по сразу нескольким направлениям и приоритетам. Прежде всего, это создание качественной образовательной среды для повышения качества образования. И сюда входит очень многое, начиная от строительства школ, от улучшения материально-технической базы, от реновации школы, капитальных ремонтов. Поэтому это такая огромная базовая сфера, где нам важно создать условия, в которых будут учиться наши дети. Воспитываться, учиться, начиная с дошколы и заканчивая колледжами. Вот вся наша сфера дошкола, школы, сфера технического и профессионального образования, чтобы везде было комфортно, удобно, интересно и профессионально учиться. Следующее направление – это постоянное повышение профессионализма наших педагогов. Сюда входят и курсы повышения квалификации, и конкурсы профессионального мастерства, в которых у нас, к счастью, за последнее время очень много значительных достижений и побед, и курсы, в которых у нас происходит такое собственное развитие. Это у нас семинары, это брейнштормы, это у нас все возможные воркшопы и все виды работы с педагогами, которые направлены на то, чтобы наши педагоги обладали большими компетенциями. Это большое такое направление, это инклюзия в образовании, чтобы каждый ребенок мог получить возможность учиться на равных, развивать все свои таланты и особенности и суметь в каждом ребенке разглядеть то лучшее зерно, да, которое может прорасти, раскрыться и дать ему возможность найти свое место в жизни. И обязательно это такая модернизация, я бы даже сказала, трансформация системы технического и профессионального образования, которая дает нам возможность перевести систему ТИПО на такую опережающую модель, когда мы готовим специалистов по потребностям рынка труда наперед, да, по плану, как у нас ожидается на несколько лет вперед. И исходя из этого у нас сразу же идет и такой важный приоритет, как профориентация с ранних лет, начиная с садов, профильные классы, например, в школах и система профориентации в школах, и потом уже техническое профессиональное образование. Но это вот только часть, я бы сказала, но самая значимая, наверное, часть. Хорошо. Сейчас вот проговорили такое понятие, как комфорт. Скажите, пожалуйста, у нас открываются, строятся, да, комфортные школы. Чем они отличаются конкретно от обычных школ? Дело в том, что национальный проект «Келешек Мектеп-Тире», который в свое время глава государства объявил и который уже достаточно скоро подойдет к своему завершению, это возможность создать не элитные школы, а школы высокого уровня для обычных детей. Это замечательный проект, благодаря которому у нас в области должно появиться 6 школ, 5 уже введены и работают. Причем вне зависимости от того, в городе или в селе. У нас, например, по итогу из 6 школ 4 будут находиться в городах, а 2 действующие уже это сельские школы. Это школа в селе Заречном на 900 мест и школа в селе Кушмурун, которая открылась в начале этого учебного года на 300 мест. И представьте радость сельских школьников, которые видят свою оборудованную по самому последнему слову техники, вот
по всем последним брендам. Когда я была на открытии вот школы в Кушмуруне, я сама себе вот завидовала ребятам белой завистью, потому что я прекрасно помню, как учились мы, и помню, как я начинала преподавать и работать в школах, когда мы, ну вот я привожу часто эту аналогию, мы на республиканский семинар искали кабинет, в котором будет целый пол, затемнение и будет интерактивная доска. И это было сложно найти один кабинет, в котором бы все это соединялось. Это было буквально 15 лет назад. А сейчас в сельской школе там такое оборудование, там ребята на станках работают, с швейными машинками какого-то образца, которых, наверное, в современных ателье нет. У них STEM-лаборатория, у них кабинет робототехники, они причем умело очень этим управляют. Дети, когда им даешь возможность, очень быстро осваивают любую технику, любую технологию. Они быстрее нас это делают. И вот проект «Келешек Мектеп-Тире» — это, вот смотрите, 6 школ на 4500 мест. Это прекрасные преподаватели, это оборудование, еще раз говорю, вот по последнему слову техники, это возможность детям изучать национальные традиции, глубоко проникнуться государственным языком. У нас очень активные педагоги, очень активные дети в этих школах, которые участвуют во множестве конкурсов и уже проявили себя неоднократно. И мы рады, что такая возможность получилась. И вот мы ждем, когда у нас откроется последняя школа по нацпроекту в Рудном на 900 мест. И это тоже очень важный шаг для города Рудного будет. А что предпринимается для обновления материально-технической базы учебных заведений? Ну вот, продолжая, собственно говоря, процесс открытия школ, хотелось бы, во-первых, сказать, что у нас не только по проекту «Келешек Мектеп» открываются школы, но и так у нас будут открываться школы, например, в областном центре, в селе Инбек. Не так давно, опять же, в том же городе Рудном была открыта школа на 1200 мест по меморандуму с Ерджи. И хотелось бы отметить, что помимо этого, важная задача – это довести те школы, которые вот сейчас уже действуют, до стандарта школ, которые идут вот по нацпроекту. То есть у нас проводится, во-первых, масштабная реновация сельских школ. Каждый год, уже третий год, более 80 школ получают обновления. Это новое оборудование, новая мебель, улучшение библиотечного фонда, полностью переоборудуются столовые, спортзалы. И хотелось бы отметить, что вообще у нас регион в этом плане сложный, потому что у нас очень много малокомплектных сельских школ. То есть если мы вот берем, у нас 432 школы в области, и из них больше 250 – это малокомплектные школы, которые находятся в селах. И очень важно, чтобы до каждой школы дошли эти изменения, да, чтобы не только городские школьники могли пользоваться всем современным оборудованием, но и каждая сельская школа рано или поздно к этому пришла. И на это выделяются достаточно большие средства. То есть за последние годы, вот за 3 последние года, это порядка 5 миллиардов тенге только на улучшение МТБ. Сюда очень много всего входит, и мы видим, как люди уже спокойно и уверенно относятся к тому, что в каждом кабинете есть там, практически во всех школах интерактивные доски. Абсолютно каждая школа, все школы подключены к высокоскоростному интернету. И это очень важно и значимо и для учителей, и для учащихся, которые могут использовать это в процессе своем. И постепенно все это очень сильно меняется. Я думаю, что те, кто вот не так давно пришли в школу, они это воспринимают уже как данность. Потому что это вот активный процесс последние несколько лет вот занимает. И, наверное, те, кто приходят, родители, дети в школу сейчас, они это воспринимают вот как обыденность. Да? То есть ты пришел, у тебя вот все это оборудовано есть. Но те, кто педагоги, например, которые работают в школе 10, 15, 20, там, 30 лет, они видят, насколько меняются школы. И родители, у которых дети там, не первые, да, приходят, и они видят, как школа меняется. Это очень значимо для того, чтобы были созданы максимально комфортные условия для каждого ученика, и городского, и сельского. Говоря вот о знаниях, если сравнить с другими регионами по республике, какова позиция нашей области по международным исследованиям, таким как ПИСА, например? Международные исследования ПИЗы проводятся раз в несколько лет.
и является одним из самых ярких показателей настоящего такого уровня понимания учащимися своих возможностей и полного применения своих знаний. Дело в том, что сейчас часто исследования основаны на каких-то тестах, а исследование ПИЗа, оно показывает именно уровень читательской грамотности, математической грамотности, естественно-научной грамотности. Это уровень осознанного применения. Когда человек, учащийся наш школьник там, или студент, проявляет все свои знания именно в каких-то определенных креативных заданиях. И вот последние результаты, которые нам были известны, это ПИЗа 2022 года, подводятся итоги только через год. И вот по последним данным, которые у нас есть за ПИЗу 2022 года, у нас великолепные результаты. Мы во всех 3 дисциплинах в 5 лучших. По читательской грамотности у нас лучшая позиция по республике, это 427 баллов, это выше, чем Астана и Алмата, у которых, соответственно, там 424, 423. Мы вторые, разделяя место с Астаной по естественно-научной грамотности, и 4-е по математической. То есть вообще, вот если бы не 4-е по математике, мы бы сказали, что мы в 3 везде, потому что 1-е, 2-е, 4-е, к сожалению, суммировать невозможно, потому что это разные направления, но в целом показатели максимально высокие и говорят о том, что наши ребята не просто учатся, они реально понимают то, что они заучивают, и умеют использовать эту информацию. Исследование ПИЗа проводится в очень большом количестве стран. Оно независимое, оно делается определенным таким выборочным способом, то есть здесь результаты идут максимально релевантные. Подходит к концу у нас год рабочих профессий, и здесь хочется задать вам вопрос, как вообще эффективно, насколько эффективно, да, взаимодействие между колледжами и работодателями? Хотелось как бы... развивается вообще дуальное, да? Да, здесь Скажите, очень важно то, что за последние несколько лет у нас прям очень большой скачок именно по развитию и дуального обучения, шефства колледжей, целевой подготовки. Хотелось бы отметить, что на дуальное обучение у нас сейчас находится 39% наших студентов. Это очень высокий показатель, он выше республиканского. И хотелось бы отметить, что и показатель трудоустройства у нас выше республиканского, у нас это 88%, по республике это 81%. Сейчас количество предприятий шефов, оно тоже очень сильно увеличилось. Это сейчас более 200 предприятий области, причем включая таких гигантов, как Kia, Алюр, Баянсу, ERG, Кустанайские минералы, Агромаш Холдинг, КЗ и так далее. И заканчивая небольшими цехами, частными фирмами и так далее, которые тоже стремятся взаимодействовать изначально с колледжами для того, чтобы получить замечательные наши кадры. Хотелось бы что отметить. Вот к чему ведет вот такое взаимодействие. Здесь есть несколько очень важных плюсов. Во-первых, у нас очень сильно развивается целевая подготовка кадров. Вот уже 3 года поступающие наши выпускники 9-11 классов, когда они приходят в колледжи, они имеют возможность поступить на госзаказ по заказу предприятия. Что это означает на практике? Учащийся начинает обучение в колледже, уже зная, где он будет работать после его окончания. То есть ему гарантировано рабочее место, ему гарантирована практика на этом же предприятии. Он выйдет из колледжа не просто так, он выйдет, зная полностью технологические процессы того предприятия, где он уже прошел практику, чаще всего оплачиваемую, где все его знают и где все его ждут, и он после выпуска из колледжа уже начинает работать. Вот первые выпускники в этом году уже пришли на свои предприятия. Сейчас у нас примерно 3500 учащихся вот так учатся по заказам предприятий. Опять же, от гигантов и до небольших фирм, которые, например, в сельских регионах могут там, сварщиков себе на работу ожидать, да, или там, агрономов, комбайнеров и так далее. Хотелось бы также отметить, что вот эти
предприятия-шефы, они проводят очень большую работу по повышению материально-технической базы своих колледжей. Открывают лаборатории, помогают ребятам в досуге, например, есть открытые актовые залы, библиотеки, спортивные площадки, которые они помогают создавать. Но самое главное, то, что они дают возможность пройти вот эту практику оплачиваемую и ждут наших ребят. А мы, соответственно, вместе с ними работаем над тем, чтобы скоординировать учебные программы под нужды предприятия, открыть новые специальности в зависимости от того, что у нас будет развиваться. Вот сейчас у нас именно такой практикоориентированный рыночный подход, когда мы смотрим на то, какие инвестпроекты развиваются в регионе, какие предприятия будут открыты. Вот, например, когда у нас открывался завод Комлит, у нас открылось 5 новых специальностей для данного предприятия. Сейчас у нас идет работа для того, чтобы обеспечить завод Kia рабочими кадрами, ну и потом любые машиностроительные заводы. Я думаю, что вы обратили внимание, насколько наш город и область, регион в целом из такого вот прям сельскохозяйственного превратился в промышленный, индустриальный. Это тенденция последних лет. И у нас вот эти направления очень четко разделяются, что да, мы остаемся и сельскохозяйственным регионом, у нас колледжи есть, и у нас очень большое развитие именно индустриального кластера. И хотелось бы отметить, что недаром у нас, например, Кустанайский высший колледж автомобильного транспорта получил несколько наград. Он стал, во-первых, лучшим в республике по области транспорт. И вот буквально вчера на днях Палата Атамекен подвела итоги конкурса. И как колледж тоже у нас высший колледж автомобильного транспорта стал победителем. Поэтому мы поздравляем Дмитрия Ивановича Павленко, весь коллектив с таким достижением. А наши студенты успешно доказывают, что они лучшие на всех предприятиях WorldSkills. Это и городские, и региональные чемпионаты, и республиканские, и европейские, международные. Скажите, насколько активно образовательные организации региона участвуют в грантах, стартапах, каких-то инновационных проектах? Дело в том, что для каждой школы, для каждой организации, наверное, есть немножко разные приоритеты, да? То есть кто-то из школ активно ищет возможность участвовать, чтобы школьники развивались везде, кто-то больше нацелен на получение грантов там, на высшее образование, кто-то дает возможность больше творческого, но вообще хотелось бы отметить, что конкурсы стартапов — это и научно-исследовательские конкурсы, и возможность участвовать в каких-то международных конкурсах, они помогают нашим ребятам развивать весь свой потенциал. У нас не так давно ребята из 19-й школы выигрывали стартап по компьютерной игре. То есть они за несколько дней сумели сделать основу компьютерной игры, которая принесла им достаточно внушительную сумму, например, в качестве победы. Ребята из физико-математического лицея несколько лет назад выигрывали с таким очень интересным изобретением, которое было удобно для сельского хозяйства. Там такое дополнение было к сеялке. Причем вкладывая достаточно много от себя, но и выигрывая несколько грантов. Они и от компании Samsung выиграли грант и так далее. И сумели заинтересовать настолько предпринимателей, что они выступали на выставке «Агро» международной, которая у нас проводилась. В этом году, например, у нас Сорокольский школьник участвовал в одном из таких вот необычных конкурсов, выиграл $4000. Это возможности и интерес не только ученика, но и когда школа дает направление, да, и показывает, ты можешь проявить себя вот здесь, вот здесь, вот здесь. Будь лучше, расти, интересуйся, побеждай. И хотелось бы отметить, что ребята у нас очень талантливые, и мы всегда рады, когда они даже не просто побеждают, самое главное, что они раскрывают все свои возможности. А как у нас обеспечивается доступность образования для детей с особыми образовательными потребностями? Дело в том, что здесь нужно сразу оговориться, что дети с особыми образовательными потребностями могут обучаться в школах общеобразовательных, когда у них
При обследовании в психолого-медико-педагогической комиссии есть указание о том, что они могут обучаться в общеобразовательных школах, и есть коррекционные школы, когда требуется специальная помощь, когда требуются специалисты и наблюдения, и у нас есть и то, и другое. Дело в том, что сейчас очень сильно развивается такое понятие, как кабинеты поддержки инклюзии и кабинеты психолого-педагогической коррекции. КПИ открываются при школах, а в ближайших планах их открытие при детских садах. Что такое кабинет поддержки инклюзии? Это когда в школе действует специальный кабинет, и ребенок, нуждающийся в инклюзивной поддержке, если требуется, ему назначается ассистент, это опять же прописывается при обследовании. Он может, например, когда у него на уроке происходит какой-то перегруз нервной системы, когда ему уже становится тяжело, он может в этом КПИ разгрузить нервную систему, где-то отвлечься на физиологические занятия, провести дополнительные занятия с логопедом, с психологом, с требующим там специалистом, возможно, по лечебной физкультуре, потому что разные диагнозы требуют разные виды поддержки. И когда КПИ действуют в школе и есть, например, вот увлеченные педагоги, например, в 17-й школе города Рудного, один из первых КПИ, там педагоги уже опытом на всю республику делились. Это очень-очень важно. А КППК – это возможность коррекционных мероприятий, не выезжая в областной центр. Мы стараемся сейчас, чтобы каждый регион получил свой кабинет психолого-педагогической коррекции, чтобы не нужно было ехать, например, в областной центр и где-то жить, останавливаться, чтобы пройти с ребенком курс коррекции, а можно было получить профессиональную, хорошую поддержку на местах в шаговой доступности. Все это, конечно, очень радует. Поделитесь, пожалуйста, как вы видите развитие системы образования в Костанайской области через, к примеру, 5-10 лет? Но дело в том, что у нас, я думаю, вы видели, сейчас основная тенденция – это тесное сплетение образования с цифровизацией. Это внедрение искусственного интеллекта, это обязательное оборудование школ всеми цифровыми возможностями. И мне кажется, что постепенно мы придем к тому, что школа должна учить вот не столько текущим знаниям, да, которые вот у нас зафиксированы наукой, сколько давать перспективу на то, как эти знания могут измениться в ближайшее время. У нас же очень быстро все сейчас меняется, и то, что было актуально буквально несколько лет назад, сейчас уже много, например, устаревает. Вот программа по информатике, например, меняется очень быстро, потому что те языки программирования, которые были важны там 10 лет назад, сейчас их уже никто не вспомнит. И возможность внедрения того же искусственного интеллекта в школы, она рассматривалась вот не только сейчас, когда в свете того, что президент, да, ставит это во главу угла в своем послании, но и ранее. Мы весь прошлый год, например, проводили семинары для педагогов о том, как ИИ можно внедрить в каждый школьный предмет. Что он может сделать, что он облегчит, а что он точно не заменит, потому что личность учителя не заменит никто. Мы это прошли в пандемию, когда мы поняли, что человек, учитель, его горящее сердце, его душа, его взаимодействие с классом все равно всегда остается на первом плане. Поэтому, как бы мы ни развивали образование с технологической точки зрения, учитель – это душа школы, говоря словами классиков. Что бы вы хотели пожелать молодым педагогам и учащимся, которые только начинают свой путь в мире знаний? Ну, учащимся, конечно, идти по вот этой дороге в мире знаний, слушать своих педагогов, критически относиться к тому, что они говорят, и уметь обдумывать то, что они говорят, и иногда даже, может быть, дискутировать с тем, что им дается, потому что сейчас это очень важно, уметь отстаивать, да, свою точку зрения и уметь именно критически мыслить. А молодым педагогам
слушать, опять же, своих наставников, умело взаимодействовать не только с детьми и с родителями, но и брать лучшее от тех традиций, которые у нас есть. А у нас очень сильная педагогическая школа. Традиционно наши педагоги известны вот по всей стране. И привносить свое личное, потому что как бы ты ни перенимал чужой опыт, ты всегда должен оставаться самим собой. И именно таких вот учителей, которые берут и лучшее из традиций нашей педагогики, и в то же время остаются современными, яркими, необычными, дети ценят сейчас выше всего. Благодарю вас за такие прекрасные пожелания, за интересную беседу, за то, что еще раз нам всем напомнили о достижениях нашего региона в сфере образования. Вам, дорогие участники нашего подкаста, скажем спасибо за ваше внимание. До встречи в новом выпуске.